После того, как машина остановилась его, он остановился на перекрестке, вот, произошел взрыв. Вот, а так как я был непосредственно рядом с ним, я подошел к машине, увидел, что человек уже, он уже не жилец просто-напросто. Открыли люди дверь водительскую, водительскую не могли открыть. Открыли пассажирскую заднюю, пытались его достать, но там нога была оторвана, вернее не оторвана, она была на коже висела. Вот. Кое-как его достали, приехала скорая и сразу забрала. Скорая приехала очень быстро, буквально за 5 минут. Потом пожарные приехали і все. Я бачу, як машина їхала і був сплеск. Деталя сюди полетіла, я чуть не оглох. Після того людина 2-3 рази закричала «допоможіть, допоможіть» і перестала кричати. Люди, які були біля машини, вже почали підходити. Сказали, що ноги йому відігрівало. Почали тушити салон, а він не тух. А після того що зробили? Дістали людину, визвали швидку, швидка забрала його, потім пожарка приїхала. Я могу подтвердить информацию об этом. Он находился в машине, которая стоит за вами. Это была машина нашего руководителя издания «Украинская правда», многолетнего его редактора Алены Притулы. И Шеремет на ней каждое утро отправлялся на утренний эфир «Радио Вести». Можна це пов'язати з професійною діяльністю? Ну а с какой же еще деятельностью можно связать? Работает наша следственно-оперативная группа, работают взрывотехники. Как только установим, мы будем понимать, как, кто, когда, что произошло. За попередніми даними, це вибуховий пристрій.